Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу теплую душевную поддержку в ваших комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Где и в чем вас радость поджидает? Что хорошее и доброе случится с вами в самое ближайшее время, в самом ближайшем будущем. И прежде чем мы начнем, хочу воспользоваться возможностью и поздравить всех моих дорогих зрителей с католической Пасхой, с этим прекрасным и светлым днем. Так, ну что ж, настраивайтесь на хорошее, на доброе, на радость. Ближайшее будущее — это срок в 2-3 недели. Загадывайте на себя и давайте вместе посмотрим. И заодно узнаем, зачем вас ангелы привели на мою отсыпку. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как красиво! Смотрите на эту птицу с правой стороны. Смотрите на эту парочку. Так, и здесь. Ох. Ну что ж, зачем вас сюда привели ангелы? Да, теперь я, скорее всего, буду постоянно задавать этот вопрос, потому что мне тоже интересно. Ко мне приходят как и постоянные зрители, так и рандомные. Для себя, для вас, да, вот зачем вы сюда попали, почему из 1000 других каналов, из миллиона других видео вы выбрали именно это, зачем вас сюда привели ангелы. Здесь четко, вам нужна поддержка, вам не хватает веры. Вас сюда привели для того, чтобы вам передать благую весть. Вас слышат, вас небеса видят, и вас небеса никогда не оставят. Вот для этого вы сюда и пришли. Ну а теперь давайте пойдем по отсыпке. Давайте начнем с корня рисунка. В корне рисунка у нас выходит узелочек. Узелочек. Кстати, он такой прям воздушный. Что-то начинает завязываться, что-то начинает образовываться, преобразовываться, да, какая-то завязочка у вас получается. Вы все абсолютно разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины разных возрастов, разных социальных статусов и положений. Вы на верном пути. То, чем вы занимаетесь в сегодняшнем дне, это прекрасный, как узелочек, завязочка на ваше будущее. Новое начало, прекрасная возможность где-то, вот знаете, как зацепиться, утвердиться, получить какой-то результат. Пусть хоть и промежуточный, но он уже результат. Результат в плюсовом значении. У кого-то завяжутся отношения, у кого-то дружба, у кого-то деловые связи, кто-то укрепится на новой должности, в своей работе. Да? Вы все разные, у каждого будет по-своему. Но этот узелок — прекрасный результат, который обещает очень широкие и глобальные перспективы в будущем. Не в ближайшем, к сожалению, но в дальнейшем. Да? Все у вас получится, мои милые. Дальше, с левой стороны у вас очень такая картинка, ну, скажем так, не камильфо. Здесь человек, который бежит по жизни, бежит вот прям галопом, пытаясь все успеть, пытаясь все решить, все вытянуть, подтянуть, сделать, переделать. Он занимается своей жизнью, и также он занимается вопросами и проблемами других людей. Возможно, это ваши близкие, возможно, это ваши дорогие люди, любимые. Но вот очень много вы на себя взвалили. Вам нужен отдых, вам нужна передышка, вам нужно восполнить свои силы энергетические, физические, да, вот нужно восполниться. Здесь будет небольшая остановка. Небольшая остановка. Момент, когда вы сможете прокачать себя, свою энергетику, поправить свое здоровье.
У некоторых из вас это короткий отдых, но очень плодотворный, да, когда вы действительно и выспитесь, и придете в себя, и скинете с себя какой-то груз. Да? А у других может быть какой-то даже, как бы вам сказать, курс терапии, курс какого-то массажа, что еще может быть? То, что расслабляет, и то, что заряжает, да? Убирает застой, тяжесть, и при этом вкладывает в вас что-то светлое, теплое и доброе. Да? Возможность просто отдохнуть, возможность разгрузиться, возможность сбавить обороты. Здесь явно какой-то человек вам этот отдых предоставит, либо обеспечит. Но вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Легче, вам станет легче. И еще кому-то из вас вот четко идет информация о знании, которое будет вам передано не за деньги, но по благородству души. Какой-то добрый человек с вами поделится тем, как себя разгрузить, как меньше вот суетиться и больше в результативность уходить, меньшими трудозатратами получать большие результаты. Так идет невероятная мощная подсказка. Пожалуйста, давайте договоримся так. Помогли вам, помогите и другим. Неважно кому, вы можете, я не знаю, записать какое-то обращение, там видеообращение, либо пост где-то написать. Просто дать эту информацию, передать, даже не дать, а передать, чтобы другие люди тоже могли ей воспользоваться. Это очень ценное знание. И, пожалуйста, не стесняйтесь и помогайте тем, кто вас окружает. Да? Передавайте это знание дальше. Прекрасное знание, которое и меняет, и помогает по жизни. Так, дальше, мои хорошие девушки, прекрасные мои девушки. Вас на свидание позовут. Причем свидание волшебное, необычное. Мужчина очень постарается, чтобы произвести на вас максимальное впечатление. Он не отстанет от вас, пока вы не скажете ему «да». Пока он не увидит в ваших глазах вот эти искорки восхищения и любви. Здесь очень прекрасный мужчина с невероятным, нежным, таким, знаете, чувственным подходом, который подарит вам праздник, который подарит вам волшебство. Невероятное свидание вас ждет. Мужчина может быть как и новый, да, так и, например, какой-то ваш знакомый. Да, вы знаете мужчину, там, симпатизируете друг другу. И вот он решится и позовет вас на свидание. И случится чудо, случится сказка, случится прекрасная love story. Вы получите такое удовольствие, вы настолько себя почувствуете прекрасной, желанной, у вас крылышки за спиной вырастут. Вы светиться будете, ну, я не знаю, ярче, чем новогодняя елочка. Извините за такое сравнение, но вот идет такая информация. Я вижу блеск ваших глаз. Я вижу сияние, которое из вас, да, выходит и озаряет все вокруг. Господи, да, на вас все будут смотреть и ахать, и охать, восхищаться вами. Вы просто невероятная. И вот скажите, да, как мало надо женщине, чтобы начать светиться. Хорошего мужчину, красивые слова, романтика. Да, вот она, эта капелюшечка, ложечка, да, либо один этот шажочек к счастью, к радости. Ждет вас такое свидание. Невероятные ощущения, и опять же вот эта любовь, романтика, все это идет в вашу жизнь. Так, еще кто-то вас катает на спине. Человек с большими рогами, да еще и с хвостом с правой стороны. Ну, давайте так, персонаж достаточно упрямый, своевольный, авторитарный, такой, знаете, не терпит чужого мнения. Есть только два, неправильное и его. Хвост. Ну, по хвосту человек явно с какими-то обязательствами, возможно, семейный человек, но тем не менее вам удастся прокатиться на его спине. Это хороший знак, особенно для женщин. Это помощь со стороны мужчины, да, несмотря на то, что он такой противный, да, такой достаточно серьезный, громогласный, но тем не менее помощь вам будет оказана. Вы катитесь спиной вперед. Да, вы не понимаете, какой результат вы получите, но результат будет очень хороший. Мало того, как-то с этим мужчиной вы именно в понятии помощи, да, взаимопомощи, вы как-то закрепитесь. Может быть, даже какой-то бартер между вами произойдет.
То есть он вам в чем-то помогает, а вы для него что-то делаете. Да? Причем это будет очень выгодно и очень приятно. Вот друг другу вы делаете хорошо. Это не значит, что вы там с ним в постели будете расплачиваться. Наоборот, это усилит ваши отношения, там, дружбу, привязанность, может быть, соседские какие-то взаимоотношения, может быть, отношения между начальником и подчиненным. Но у вас все идет к улучшению, и это очень взаимовыгодно. Вы друг другу помогаете. Да, с другими людьми он не может найти контакта, либо другие люди не могут найти с ним контакта. А вот у вас получится кататься на нем в хорошем смысле этого слова. Вам нужна эта помощь, а вы ее точно получите. Так, еще. Человек с усами. Человек с усами произносит какое-то решающее либо судьбоносное слово. Человек носит усы. Усы могут быть как большие, так и скромные, да, небольшие усики. Но этот человек в вашу сторону скажет судьбоносное слово, либо какую-то речь, может быть, судьбоносную столкнет. Да. Но мне идет какое-то слово в виде, что да, принимаю, разрешаю, одобряю. Да, вот какое-то одно слово. Услышав это слово, вы даже немножечко, так знаете, поведет. Да, вот от счастья, от радости. Может быть, вы очень долго ждали этого слова. Может быть, вы много усилий приложили, чтобы услышать это слово. Может быть, ситуация ваша настолько патовая, что вы просто сами себя убедили, что никогда это слово не услышите. И тут он вам это говорит. И вы так, я не могу в это поверить. Неужели я это слышу? Слушайте, счастливая, вы счастливая. И в голове у вас, знаете, так водит, да, от счастья, от радости. Как во сне все происходит. Так, с левой стороны змея. Слушайте, очень много змей. Вот честно, в эту неделю, причем на всех гаданиях у меня очень много змей выходит. Вы мне скажите, то что весна пришла, все змеи активизировались, проснулись. Либо это какой-то гон идет на змей. Да, вот смотрите, змея, вы стоите сверху, и вы мощно на ней топчетесь. А она вот валяется уже такая, знаете, потоптанная, и, пытаясь вас укусить, не может дотянуться до вас. Заставить какую-то гадину закрыть свой рот, да, либо предпринять действия, которые лишат вашего недоброжелателя возможности вас кусать и вам вредить. Это может быть что угодно, начиная от каких-то конкретных ваших действий, заканчивая, возможно, молитвенным щитом, либо каким-то амулетом, может быть, каким-то обрядом. Но ситуация у вас вот она, пожалуйста. Вы стоите, руки в боки, довольны собой, смотрите на эту змею, да, и говорите, ну давай, попробуй, укуси. Да, попробуй укуси, сами на ней стоите. Так, еще. Здесь у вас кто-то чего-то лишал. Либо человек к вам крайне несправедливо относился. Знаете, такое распределение. Этому дала, а вот тебе, ну, типа кукиш. Да? Какая-то несправедливость, обидная, непонятная и вообще не к месту. Но здесь образ женщины выходит. Какая-то женщина с вами очень несправедливо поступала. И вас в чем-то обделяла, да, какое-то ущемление ваших прав вот, на лицо. Те, кому она щедро дает, они против нее взбунтуются. И именно они за вас заступятся, так и скажут. Но если ты такая вот честная женщина, да, зачем же ты обижаешь других людей? Мне не надо от тебя, да. Если поровну, то поровну, если всем, то всем. А вот так вот поступать не надо. Девушки, женщины, кто в паре, в браке, кто страдает от нападок свекрови, либо кого-то со стороны вашего любимого человека, супруга. Возможно, ваш супруг, любимый, да, за вас заступится и призовет эту женщину к ответу. Так и скажет, я этого не потерплю. Либо мне ничего от тебя не надо, да, если ты так поступаешь.
Здесь, ну, очень мощный такой идет момент, которого вы, в принципе, не ждали. Вы как уже смирились, да, с такой обстановочкой, думаете, ну что ж, надо терпеть. И вот такой выпад мощный идет, выпад в сторону той женщины и защита вас, ваших прав, ваших интересов и восстановление справедливости. Сложно будет в это поверить, но так оно и произойдет. Ну, здесь мужчина, он не слепой, он не глупый, он все это видел. Да, может быть, если это его мама, да, он как-то там старался себя, может, уговорить, либо, может быть, он с ней разговаривал на эту тему, но она все равно делала по-своему. И здесь уже как наболело, накипело. За вас заступится. За вас этот человек заступится. Так, я еще вижу какие-то сережки. Но по сережкам либо какие-то тайны раскроются, да, тайная информация всплывет, что-то обнаружится, да, что-то вы узнаете. И также сережки как украшения. Сережки очень красивые, и вы в них влюбитесь, вам они очень-очень понравятся. Я вижу, что вы будете ими владеть. Вы их сами себе приобретете, либо кто-то вам подарит. Но вот вижу, что они у вас есть. Вы им так радуетесь. Они такие красивые, они вас невероятно украшают. Так, еще прекрасная большая птица, которая прилетела на вашу сторону. Ну, по этой птице ждите очень хороших новостей, хороших событий. События могут быть как и глобального масштаба, да, новости глобального масштаба, так и локальные, но вот персонально вам адресованные. Птица большая, птица, видите, держит в руках веточку. Для кого-то, кстати, эта птица еще как знак, что именно в религиозные праздники, в праздник, что-то чудесное произойдет с вами. Это как знак судьбы, это как помощь свыше, это как чудо, которое войдет в вашу жизнь. Прекрасно, просто прекрасно. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но эта птица обещает только хорошее, чудесное и доброе. Так, еще человек, который ходит с палкой. Он движется в вашу сторону с желанием навести мост. Ну, по палке, может быть, физически, да, человек нездоров и вынужден опираться на палку. Может быть, какое-то недомогание, может быть, какой-то ушиб, перелом. Либо человек сейчас очень слаб, тоже может отыграться, да, что нужна поддержка этому человеку. Движется в вашу сторону с мостом. Это какое-то предложение, которое выдвигает именно этот человек, именно к вам и именно в вашу сторону. Человека явно вы не ждете и не думаете, либо, кстати, обижены на этого человека, но будет вам сделано очень хорошее предложение. Предложение, кстати, для вас откроет вот как новую возможность, какую-то вот дверь в будущее, да, вперед и вверх. Что-то хорошее для вас откроет. Дальше, ближе к венцу у вас тройка, повернутая в вашу сторону. Знания, которые вы передаете. Знаете, вы очень станете востребованы. Большой интерес к вам, к тому, что вы знаете и к тому, что вы умеете. Как ваших близких, так и людей, которые находятся в вашем пространстве. То есть вы человек на информацию не жадный. Вам действительно есть чем поделиться, либо чему научить других людей. Вы способны прекрасно передавать информацию. К вам придут за советом, за подсказкой, за вашим мнением. Да? Вы удивитесь, как люди интересуются вами и действительно готовы следовать вашим словам, вашим ценным подсказкам. Здесь вас благодарить еще будут. Возможно, люди, которым вы помогли ранее, вернуться обратно для того, чтобы высказать вам свою сердечность, свою благодарность. Может быть, даже как какие-то подарочки принести в знак признательности. Но это будет очень приятно. Очень-очень приятно. Тройка направлена в вашу сторону. Так, дальше. Бубновая масть. И русалочка с правой стороны. Но это про деньги. Бубновая масть — это всегда про деньги. Спина, да, человек сидит спиной. Либо возможность для кого-то занять
ну как трон, какое-то кресло, да, о которой вы еще не знаете. Русалочка, но это мечта, это желание, это что-то из серии фантазий, да, о чем вы, например, фантазировали, да, но не считали, что это может сбыться. Прямо за спиной у вас эта ситуация разыгрывается. Могут предлагать, либо могут обсуждать вашу кандидатуру на какую-то управленческую должность. Хороший на самом деле момент, он очень денежный, он очень прибыльный и такой, знаете, благостный. Занять свой трон, занять свое место. Не отказывайтесь, даже если не уверены в себе. Пробуйте. Пробуйте. С правой стороны идет, но это для вас. Это только для вас. Так, еще парочка. Мужчина и женщина. Женщина, кстати, вообще умничка. У нее и сундучок в руках, и ребеночка она держит. И женщина, которая вот все на себе, да, все в себе, все на себе. Женщина, которая долго вот с мужчиной жила, но не чувствовала себя в браке, либо не чувствовала, что она замужем. Да, может быть, муж был как старший ребенок в семье. Ну, такое иногда бывает. Мужчины, они как-то поздно созревают. Не все, конечно, но бывает. Смотрите, девчонки, ваш мужчина, он вышел в первую линию, то есть он вышел на шаг вперед. Мужчина в руках держит палку, да, которой он задает направление и тон. Смотрите, у одних отыграется, что ваш мужчина наконец-таки поймет, что он муж, что он отец, что он глава семейства, да, возьмет на себя все обязательства и начнет себя вести по-взрослому, да, по-мужски. У других отыграется, что мужчина ваш, ну, например, если все удержалось на вас и работали вы, например, содержали всю семью, да, мужчина устроится на хорошую работу. Работа, которая будет не только кормить, да, покрывать все там насущные нужды, но и еще будет конкретный такой зазор на отложить, на путешествие, на что-то такое, знаете, сверх нормы. Женщина чувствует себя уверенно, она расцветает, у нее время на себя появляется. Она очень довольна мужчиной и его поведением. И еще, девочки, у кого была ситуация треугольника, когда мужчина вот метался, например, никак не мог определиться, либо он вел какой-то, ну, допустим, аморальный, разгульный образ жизни. Может быть, даже, кстати, пил. Да, вот какое-то поведение, когда есть семья, вы ребенок, да, и есть какой-то соблазн в виде другой женщины, либо в виде там, бутылки с алкоголем, либо еще чего-то там более худшего. Видите, вот этот змей, он перевернулся. То есть это отказ. Мужчина идет в отказ. Он говорит, я выбираю семью, я выбираю любовь, я выбираю нормальную, трезвую, ну, адекватную жизнь. Это будет очень неожиданно, потому что с левой стороны, но невероятно приятно. Это добрейшее событие, которое вы действительно выстрадали, заслужили, и высшие силы вас услышали. Услышали и помогают. Не только вам, исполняя ваше желание, но и мужчине, ведь он тоже и страдался, вот такой вот ужасный, ведя такой ужасный образ жизни. Хорошая отсыпка, очень добрая энергетика от нее просто чудесная идет. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.